Одному из самых почитаемых в Русской Православной Церкви старцев, митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве, сегодня исполнилось 85 лет. С раннего утра нескончаемым потоком к нему хлынули посетители, желающие поздравить владыку. Почти 40 лет он возглавляет Православную Церковь Чувашии. При нем возрождались храмы, были канонизированы новые российские мученики, пострадавшие от сталинских репрессий. Зинаида Паршагина перелистала самые яркие страницы биографии митрополита Варнавы. Не каждая епархия России может похвастаться таким архиереем. Старшей владыки Варнавы в Русской Православной Церкви сегодня только 3 митрополита, 2 из которых на покое. Несмотря на весьма почтенный возраст, митрополит Чувашский неутомимо трудится, совершает богослужения в приходах, принимает участие в важных политических событиях республики, решает множество проблем, связанных с управлением митрополией, и ежедневно принимает посетителей. В день рождения их как никогда много, но самым ранним стал глава республики. Владыке Варнавы я отношусь на самом деле с добрыми такими чувствами, переполненными чувствами. И у него же в этом году наступает 40-летие службы Русской Православной Церкви на территории нашей республики. Он воспитан очень достойно и всю свою жизнь отдал служению народу. За 4 десятка лет при участии митрополита Варнавы возродились из пепла 7 монастырей, а количество церковных приходов увеличилось в 8 раз. Митрополит Варнава – выходец из древнего священнического рода. Его дед и отец погибли за веру в годы сталинских репрессий. Он и сам в молодости принял страдания за Христа. Его духовной родиной стала Троица Сергиева Лавра, где он провел более 20 лет. Его знали, любили и ценили все патриархи московские. В монашество его постригал патриарх Алексий I, после смерти которого архимандрит Варнава был заместителем председателя Совета по выборам патриарха Пимена. С огромным уважением к архиепископу, а позднее митрополиту Варнаве, относился патриарх Алексий II, дважды посетивший Чувашию и лично осветивший построенные благодаря стараниям владыки храмы. Жизненной историей, духовным подвигом и высотой веры митрополита Чувашского был потрясен патриарх Кирилл, посетивший Чувашию в августе прошлого года. Я хотел бы поблагодарить вас, ваше высокопреосвященство, владыка митрополит Варнава, за ваши труды долголетние на Чувашской кафедре. Знаю, как вы сердцем приняли чувашский народ и как Чувашия вас полюбила. Знаю, как многих вы воспитали, в том числе и представителей духовенства. Передали им свой духовный опыт, поддержали их в жизни. Многие духовные чада митрополита Варнавы, которых он благословлял еще в детстве, стали сегодня архиереями. Он был хорошо знаком с известными на всю страну старцами. К нему приезжал архимандрит Серафим Тяпочкин, тот самый, что взял икону из рук застывшей в Самаре Зои. Совсем молодому, в то время еще не Варнаве, а Володе Кедрову, исповедовался отец Иоанн Крестьянкин. Митрополит гор Ливанских Илья Карам, предсказавший России победу в Великой Отечественной войне, подарил тогда еще иеромонаху Варнаве свою панагию. Со святителем Лукой Войно-Ясенецким, уже ослепшим, он служил литургии. Митрополит Варнава дважды видел собственными глазами, как на Пасху сходит благодатный огонь. И хотя это не принято в православии, в самых знаковых местах христианского мира, в Иерусалиме и на Афоне, его почитают как святого старца. В день своего рождения он думает не о юбилее. Предстоят главные дни года, и мысли владыки только о том, как привести к Богу свою паству. Без страданий, без терпений, не бывает радости. А когда мы страдаем со Христом, и будем радоваться о воскресении Господа Иисуса Христа. Обязательно будет радость у всех. Только молиться надо и верить, что Господь с нами. Впереди у него нелегкие труды. На Страстной и Пасхальной неделях он служит ежедневно, иногда и по 2 раза. А сегодня во всех храмах Чувашии паства возносит молитвы за своего владыку и поет ему многое лето. Зинаида Паршагина, Виктор Степанов, Вести Чувашия.